Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В скором времени Якутию ждет большая премьера. В Театре оперы и балета стартуют показы оперы Жоржа Бизе «Кармен». В нашей студии режиссер-постановщик, приглашенный дирижер Большого театра и Московского музыкального театра «Геликон Опера». А с 2011 года главный дирижер Московского театра оперетты Константин Хватынец. Константин Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. «Кармен» — бессмертная опера Бизе. Вы уже работали с партитурой оперы как дирижер-постановщик? Как дирижер-постановщик нет. Это моя первая работа как дирижер-постановщика, но эту оперу я неоднократно исполнял и в Геликоне оперы, и в постановке Дмитрия Александровича Бертмана, и также дирижировал постановкой Георгия Исакяна в театре Натальи Сац. Как вам работается с оркестром театра? Как оцениваете исполнительское мастерство наших артистов? Мне кажется, оркестр находится на хорошем уровне, и вообще открытость музыкантов к чему-то новому, к готовности к работе, к познанию новой партитуры, музыки, они настолько, так сказать, очевидны, что мы добиваемся очень высоких результатов. Вот. Не всегда хватает на что-то время, да, и акустика театра не очень помогает нам в этом, потому что есть определенные сложности, мы все время находимся в поиске, как посадить правильный оркестр, чтобы наиболее выгодно звучала партитура. Ищем также точки закулисного исполнителя, да, потому что в опере «Кармен» очень много закулисной игры оркестра, пения хора, и такая работа, она все время сейчас идет, и мы пытаемся наиболее, так сказать... За сколько удалось полностью осуществить дирижерскую часть? Вот предлагаем объяснить нашему зрителю, вот из каких этапов состоит работа. Первый раз я приехал в январе. Мы провели кастинг артистов. Я разучил все с артистами, прошел с хором все, и провел 3 репетиции с оркестром. То есть весь материал, всю музыкальную концепцию этой оперы, потому что она идет 3 часа, если наш спектакль, он идет 2,5, мы сделали его наиболее быстрым для зрителя, да, потому что есть, конечно, длинноты, какие-то речитативы, которые написал Геро, которые... Что-то мы сняли, сократили, чтобы ближе к зрителю быть, потому что наш зритель, он привык к другому темпу жизни, да, чтобы опера была динамичной, чтобы история раскрывалась быстро, чтобы не было вот этих затянутостей оперных, так называемых. Якутская опера славится чудесными голосами. Как оцениваете солистов нашего театра? Ну, я могу сказать, что есть великолепные голоса. И в этой стези, мне кажется, еще есть обмен поколений, потому что есть очень профессиональные, такое старшее поколение, и есть молодое поколение, которому надо, так сказать, набираться опыта еще, которые имеют свежие голоса и которые еще должны вырасти и актерски, и музыкально. И мне кажется, потенциал и ресурсы театра, так сказать, очень высокие. Вернемся к опере «Кармен». Насколько сложно, на ваш взгляд, было артистам вот, изучить язык, потому что она на французском языке, насколько я понимаю, правильно, да? Да. Тяжело ли давался язык для обучения артистам? Ну, конечно. Я сам, перед тем, как мы договорились, что я приеду, я стал учить французский язык. И к моему приезду я уже умею сейчас грамотно читать и правильно произносить. Но кроме этого я попросил, чтобы был коуч, и руководство театра, поскольку Сергей Сергеевич Вингас, он понимает специфику, он, конечно, так сказать, позаботился о том, чтобы был коуч французского языка. У нас настоящий француз, который следит за правильным произношением, что очень важно. Конечно, этому уделилось очень много времени и до сих пор уделяется. Очень много есть похожих гласных звуков в якутском языке, оказывается, я узнал. И другие. Поэтому вот такая адаптация происходит и по сей день. Было проще, значит, получается. Да.
Говорят, что в первый раз, услышав оперу, человек либо полюбит ее, либо возненавидит. На Кармен посоветую идти всей семьей с детьми, либо это опера для ценителей искусства? Нет, эта опера входит в пятерку лучших опер в мире. Она одна из самых известных, поэтому, конечно, нужно идти всей семьей, хотя у нас есть ограничение 12+, все-таки история взаимоотношений мужчины и женщины, хотя никакой пошлости в постановке нету. Постановка очень яркая, она насыщена балетом, то есть кроме оперы, работы оркестра, солистов и хора, еще отдельная часть посвящена балету, потому что наш режиссер-постановщик, он и балетмейстер в одном лице. И балет, можно сказать, что это постановка оперы и балета, да? Вот. Поэтому зрители, я думаю, получат удовольствие не только от оперы, но и от работы артистов балета. Сколько человек вообще занято в этой постановке? Больше 100. Больше 100 130. Наверное, вот так вот, 130. Мы работаем в условиях ограничения пандемии, поэтому больше 150 человек в театре, к сожалению, за кулисами находиться не могут. Поэтому 20 человек — это административная часть, и 130 — творческая. Сколько по времени занимает работа над новым спектаклем? Всего получается 3,5 недели я провел. И еще проведу, да, то есть неделю в январе, и сейчас 2,5 недели я. Каким-то образом пандемия сказалась на работе? Конечно, вот эти ограничения, потом внутри работы коллектива, те люди, которые 65+, до недавнего времени находились на удаленке, поэтому работа в библиотеке, ну, есть свои сложности в этом смысле. Но мы преодолеваем и выпускаем, я думаю, качественный и нужный продукт сейчас. Как вы относитесь к тому, что люди посещают театры в онлайн-режиме? Вот как вам кажется, это вообще возможно, невозможно? Ну, весь Запад, сейчас западные интенданты, и вы знаете, что вот полгода назад, когда все, допустим, американский Метрополитен опера, так сказать, она закрыта на сезон, и в отсутствие вот таких жестких ограничений были выложены театрами, ведущими театрами, онлайн-трансляции, так сказать, и в записях спектакля. Это было очень интересно, познавательно. И вот та система, которая развивается, то есть какие-то громкие постановки, которые идут по всему миру, транслируются в кинотеатрах и в Москве, и в Петербурге. Это вот сейчас такой тренд. На ваш взгляд, что технически необходимо сделать нашему театру, чтобы выходить в онлайн-режиме, то есть со своими постановками? И вообще, есть ли такой опыт в Большом театре, например? Вот поделитесь, пожалуйста, этой информацией. В Большом театре постоянно идут трансляции онлайн и выкладываются записи спектаклей. Мне кажется, в театре оперы балета «Саха» это тоже все возможно со временем, когда ну, техническое оснащение будет этому способствовать и давать возможность это проводить. Когда, на какое число намечена премьера? Премьера состоится 27 и 28 марта. Хотелось бы от вас услышать приглашение для наших зрителей. Я всех приглашаю на этот спектакль. Он будет очень ярким, динамичным, с участием, как я уже сказал, балета. Вы получите огромное удовольствие от гениальной музыки Жоржа Бизе, от сильной женщины Кармен. И я думаю, всей семье это будет интересно. Константин Алексеевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Об опере «Кармен» мы говорили с приглашенным дирижером Большого театра и Московского музыкального театра «Геликон Опера», а также главным дирижером Московского театра оперетты Константином Хватунцом. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах. Оставайтесь с нами.